победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом промах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Смерть беспощадный и кровавый, война на планете гремела. Шел бой неравный, смертельный и правый. Сражались отряды десантников смелых. Война! Жестокая война! Не первый месяц длится! Жизнь, как страна, напряжена! Опасности она! И в наше время все помнят об этой страшной Великой Отечественной войне, унесшей огромное количество жизней за наше светлое будущее. Стихи о войне. Во имя счастья всей земли. И тут солдаты столь войны, совсем мальчишки, пацаны, идут домой, а там их ждут, а за плечами путь нелегкий. Эх, подвиг годы не сотру. Идут домой, совсем мальчишки, но как суровый взгляд их, в них все огонь, стрельба и вспышки. Все это просто не забыть. Война на них досталась долю. Теряли дом, друзей, родных, но выжили во имя счастья, во имя счастья всех живых. Ольга Маслова, пусть будет мир. Как надоели войны на свете, гибнут солдаты и малые дети, стонет земля, когда рвутся снаряды, матери плачут и плачут комбаты. Хочется крикнуть: люди, постойте, войну прекратите, живите достойно. Гибнет планета и гибнет природа. Ну неужели вам нравится это? Война — это боль, это смерть, это слезы. На братских могилах тюльпаны и розы. Над миром какое-то время лихое, где правит война, никому нет покоя. Я вас призываю, нам всем это
это нужно. Пускай на земле будет мир, будет дружба, пусть солнце лучистое всем нам сияет, а войн никогда и нигде не бывает. Война, война, кровавый хаос на земле, и человек, потерянный во мгле, дым застилает отчий дом, жена, родители и ад кругом. Свист паровоза, стук колес, и матери глаза не высохли от слез. Прощальный взгляд, последний взгляд, и он вернется ли назад? Недавнее письмо, огарочек свечи, старушка-мать читает в печи и шлет привет издалека солдата молодого, уставшая рука. Сегодня мы поговорим о Великой Отечественной войне, такой трудной и тяжелой для нашего народа. Когда же началась Великая Отечественная война? 22 июня 1941 года фашистская Германия неожиданно напала на нашу страну. Над нашей Родиной нависла смертельная опасность. Что же хотели получить фашисты в этой войне? Они хотели захватить нашу страну. Немецкие генералы составили план войны. По их плану война должна была продлиться всего 2 месяца, но благодаря стойкости нашей армии, нашего народа, продолжалось 4 года. Сколько горя, страданий пришлось пережить нашему народу, но он выстоял и победил. Песня «День Победы». День Победы, как он был от нас далек, как костры потушен, таял уголек.
дочка, и за это я награждаю тебя медалью. Света почти 5 минут носила на груди настоящую серебряную медаль. Потом папа забрал ее. Песня про дедушка.
во имя светлого будущего. Скольким детям возвратили детство, подарили радость и весну. Рядовые армии советской, люди, победившие войну. Сценка, мы наследники той победы. Привет! Слышали? Сегодня после уроков будет встреча с ветераном Великой Отечественной войны. А потом фильм пойдем смотреть. Опять? Да сколько можно? Лучше дискотеку какую-нибудь придумали. А какой фильм? Сказали азорийские стихи про войну. А я люблю комедии. И чтобы все закончилось весело. Тебе какая война? Тебе комедии подавать? А давайте не пойдем, зачем нам это надо? А я пойду. Конечно же, и ты будешь представлять весь наш дружный класс. Я пойду не за класс, я пойду за себя. Моего прадеда звали Гаджимагомедов Аббас Гаджимагомедович. За проявленную храбрость в боях и сражениях мой прадед Гаджимагомедов Аббас был награжден орденами мужества, Красной Звезды Отечественной войны первой степени за победу. К сожалению, с нами нет нашего деда Гаджимагомедова Аббаса. Но мы, дети и внуки, не забываем его. Как можно забыть, каким трудом, какой ценой был завоеван этот мир? Бессмертен подвиг тех, кто победил фашизм. Этот подвиг будет жить в веках. Никто не забыт, ничто не забыто. Мой прадедушка Мирзибеков Алимедин Мирзибекович родился в 1905 году. В 1942 году ушел на войну, воевал 10 месяцев и был ранен. После ранения вернулся в селение, потому что был комиссован и стал инвалидом. Умер мой прадедушка в 1964 году. Как будто вы одни такие. У меня в семье до сих пор хранится похоронка на прадеда. А у меня прабабушка в годы войны медсестрой в госпитале работала. А у меня тоже родные на войне погибли. Вот видите, мы не знали этой войны, но она прошла через наши семьи. Вы помните, сколько людей тогда погибло? Вроде бы больше 20 миллионов. Вроде бы. А ты вдумайся в эту цифру. Ведь многие из них были чуть постарше тебя. Как страшно! Да, страшно, но мы не должны забывать и страшные страницы нашей истории, потому что забыть значит предать тех, кто не вернулся с войны. Мы пойдем навстретить ветеранов? Да, в кино пойдем. Над страною звучит набат. Оглянись сквозь года назад. 41-й, горящие хаты. В бой на смерть шли тогда солдаты. 45-й, победный марш. Те ребята ведь были чуть постарше нас. Позабыть не имеем мы права. Те года, что верила слава. И своим мы расскажем детям, как народ наш врагу ответил. Как прошел сквозь огонь, сквозь беды. Мы наследники той победы. Мы живем на нашей земле счастливо. У нас прекрасные школы, дома, больницы, кинотеатры. А порой мы не задумываемся, какой ценой завоевано наше счастье. Много лет прошло с той поры, но люди не забудут тех, кто погиб за наше светлое будущее. Стихотворение о погибших вспоминаем стоя. С первых дней начавшейся войны, когда Германия на нас напала, добровольцами на фронт ребята шли, и назад они не отступали
жива. И всегда мы о погибших будем помнить. Всем героям честь, почет, хвала, а погибшим вспоминаем стоя. Не все дожили до Дня Победы. Миллионы людей отдали свои жизни для того, чтобы мы учились, работали. Давайте почтим память погибших минутой молчания.
солнце. Мир – это голос весенних гроз и молчание пушек. Мир – это когда люди сажают деревья и засевают нивы. Мир – это гул тракторов и комбайнов. Мир – это жизнь. А зачем нам нужен мир? Нам нужен мир тебе и мне, и всем на свете детям. И мирным должен быть рассвет, который завтра встретим. Пусть будет мир, трава в росе, улыбчивое детство. Пусть будет мир, прекрасный мир, полученный наследством. Нам нужен разноцветный лук и радуга над лугом. Нам нужно бегать, прыгать, петь и говорить с друг другом. Кому мешает этот мир с цветами на опушке? Кто в этот мир, чудесный мир, прицелился из пушек? Я буду рад, и все мы будем рады, когда исчезнут на земле и пушки, и снаряды. Не для того мы рождены, чтоб нас война крушила. Нет, заявляем мы войне всем злым и темным силам. Должна трава зеленой быть, а небо синим-синим. Звенят ручьи, поют на ветках птицы. На замечательной земле нам удалось родиться. Так пусть она цветет всегда, пускай шумит садами, и люди смотрят на нее влюбленными глазами. Частушки. Мы частушки о победе пропоем для вас сейчас, обгоняем в сражениях поколения тотчас. Партизанская тропа не бывает узкая, только гимнем не воюй, а победа русская. Теперь думал угоститься чаю русского, напиться зря дурак позарился и пивко пошпарился. Шила милому платочек, вышивала аленький. Бей, фашист, мой дружок, бей их мой удаленький. У московских у ворот удивляется народ. Немцы ходят на ступени, только задом наперед. Из колодца поддающего на чистый единиц наша армия дерется, значит Гитлеру конец. Песня о той весне. Но идет, воюет взвод, далекий год, на тропе старой нелегкий путь, еще чуть-чуть и догорят войны пожары, счастливый май, любимый
честное слово. Эй, мальчик, что с тобой? Ничего. Чего же ты плачешь? Давай пошли, уже поздно. Не хочу, не могу. Я часовой, мы играли. Что ты говоришь? Да, большие ребята мне говорили, хочешь играть в войну? Я говорю, да. Мне говорят, ты сержант, тут у нас склад, ты часовой, стой, пока не сменю. Еще говорят, дай честное слово, что не уйдешь. Я дал честное слово, вот и стою, а они не идут. Вот что, ты иди домой поужинай, а я за тебя постою. Вы же не военные? Ой, правильно, ничего не выйдет. Найдем военного. Товарищ майор, видите ли, тут около будки на часах стоит маленький мальчик. Он не может идти домой. Он дал честное слово. Он плачет. Помогите снять его с поста. Пойдемте. Товарищ сержант, приказываю оставить в уверенный пост. Есть, товарищ майор, приказано оставить пост. Молодец, товарищ сержант. Из тебя будет настоящий защитник Родины. Спасибо, товарищ майор, что помогли мальчику. До свидания. До свидания. Стихотворение «Помните, помните, помните». Через века, через года помните. А тех, кто уже не придет никогда, помните. Не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны памяти павших. Будьте достойны, вечно достойны хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием. Будьте достойны, люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните, песню свою отправляя в полет, помните. А тех, кто уже никогда не споет, помните. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли о погибших помните. К мерцающим звездам ведя корабли, встречайте трепетную весну, люди земли. Убейте войну, прокляните войну, люди земли. Мечту пронесите через года и жизнь наполните. Ну а тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. Танец за 4 дня до войны. Перед боем тихие, теплые вечера, и покрыт тревожною сон тишиной. У вчерашних мальчиков гимнастерки новые и письмо от мамы с собой. Здесь всю ночь горела звезда одинокая, и туман прозрачный лежит у реки. Здесь березы белые, травы высокие, враг не должен дальше пройти. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом вместе с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Полыхнули взрывы, и
нас, мальчики, война. Отстояли родину в годы суровые, нет следов далеких дорог боевых. Нужно, чтобы помнили, мы с тобою помнили имена героев своих. Все окончите школу. Многие из мальчиков пойдут служить в армию. Перед вами стоит сложная задача – обстоять мир завтрашнего дня. Сегодня у нас в гостях полковник в отставке, председатель ветеранов труда Сулейманстайского района Гаджимурадов Абдуллаким Абдуллаевич. Вам слово. Hürmetli oyalar, veri холди рикала, галибли сувар икалай кузм куржезва. Има галибли сувар ятани книн Аллаху влеро наголаз ашремис ва сувария, учизлахата галиб ва казамишу пато, чи холди авзурни кудвишни цемжи дикуз хаи дядеда, кадди ирид миллион خال تلفن. اگر هبوکا 1 میلیون فرانک تلفکایی سالده تعرفی سرار دیرده 300 میلیون اما خلقار وچه ایالارنی ازی یشکنوا ایسانارنی سک تقصیر نکوچیر خلق اصلاح بلوچ بی بالا خرزوا هبور تلفکن سفته دا گرمانیا Гитлера одна армия, Европа, пацуктуна Европа, де кулатни джелбагуна вехенва армия Гитлера гужлутир, хакинама галиб нежезва. Фронт атана Ленинграда, Москва, Сталинграда, Акатна, хакета не Сталин, квекева чи хукумат де фронтни тил садавуна. Фронт из армии, из грех по ярак армии, не да сюрсетни, а да партолни, жил багуна, дявек тях на Европа на освободительно Берлинда. Хакайла кне чинач садрани рикаларик урн кадача че холда клелатанва душиш и галибли сувар и чахи дяве. Учизлахата Козухи кез Европа дни Америка ди шина казал мисла чихол ди чи хукумат казал миша и галиб билисуа чурупа тақал курзва галиб бол казал миша дузва Америка я Европа да Польша да вамаса хукуматра и галиб билис хасва ткирнва памятника шкурзва нацистеры националистеры великую зло, хакайла и Давид и Цадол тур сахзановатуш, чи район дани куда взорными жидкостью подкладницу каст фенва Давиде санахтаде обзорный иридвишний акторницу каси. Телефон Цадол над верхзанде. Хакайла шна чи сяхта чи районда Давид кай с ветеран намач вери телеф рахмет десен кил кне фикрая кне
Дяви башам иншалла кю возрастала цудис ханва айол реке откадни цудис закатна яш ханва и санари. Хакайла дяви видла чурuk балахи чурuk пис цагалас производя авзуро де шехрар фюрер барбатовна откадни цуда заводар фабрика чурна Hakti çocuk düşüş kanvadı davede çiğal kılıyor. Hakayla köz hakti daveyar sadrım takura. Kükülüyor miki zor şimirakuy. Küküza da sadval kuy. Kükce da galip bilir. Kük elin ra kük zehmet da kuy. Sara kuy. Пусть все дети растут в мире. Пусть все дети будут всегда сытыми, обутыми, одетыми. Пусть у каждого будут свои книжки и игрушки. Пусть у всех детей всегда будет крыша над головой. И пусть над нашей планетой сияют мирные звезды. Песня «Пусть всегда будет мир». Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листе и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет мир. Слово предоставляется директору нашей школы Якибекову Бегу Абдулкашимовичу. Hürmetli ayılar, kesbiri de çok sağ ol. Knelap kısadız emerekte iştirakına. За çok sağ ol ki hazırma açmalim rizikle çi nakine değerlenmez. За çok sağ ol ki родителes ихти kümek ana satki malim rekazı emereket hazırma. За çok sağ ol ki Abdullayevичas Харса мероприятий спец чаялерка садки сихалаховоз балакса. Зурба час кумек узали воспитательный процесс, патриотический воспитательный школа. Аллах саулуела. Хезли четивлер кунвадя служита девита четивлер садаз такура. Хелбета ялар и праздники накедувал видлера нагалас каршемиса праздники. Сейчас человек шадис хватани видлера нагалас сатош. И диабеты чети лахтара кани ирит миллионы гад исана эн имбушлагав сакол сахуд накедувал сияса шехер нияса кол нияса хун аватош и диабеты сади так котур диабет галуптур хакалахте чна чергяхте кастун куда чиргела садрани алудашлагано и диабет телефки чи исана чи дедушки, бабушки. Хихти четивлер куда-то не чехал садхано и фашистский немцерал галиб был качун чехалды. Хакалахте хürmetli чи аялар. Ойла ки gelecekte köz şakola harkoy. Диабел худа гавки япори садрында тураяла. Диабе има цая, има киник, им каши. Хала злом ще абатуш dünyada. Пях кеш келден галпунар кой, кеплёла диде бу баяр сах кой. Көз күжеза али биле спортаны, келденраны, ва кü ümeda жада бор кой. Саракы.